Россия получила штамм коронавируса и очень серьезно занимается наработкой соответствующей вакцины. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге оперативного штаба по предупреждению завоза коронавирусной инфекции на территорию страны. Все ограничения, введенные в России из-за коронавируса, будут продлены до 1 апреля. Они же распространятся и на международные мероприятия, добавила Голикова. Главный государственный санитарный врач Анна Попова, в свою очередь, подробнее рассказала о состоянии российских граждан с лайнера Diamond Princess, 8 из которых были помещены на карантин в Казани. Штамм у нас есть, мы его получили. И то, о чем сказала Анна Юрьевна, наш государственный научный центр и одновременно генетический центр мирового уровня, который получил в прошлом году такой статус, сейчас очень серьезно работает над наработкой соответствующей вакцины. И, наверное, я не открою большого секрета. Наработано сейчас вектором 5 прототипов вакцины. Но это понятно, что начальная стадия работы. Но хочу сказать, что коллеги очень плотно этим занимаются. И когда у нас будут уже какие-то более конкретные результаты, безусловно, мы проинформируем об этом. Между тем, правительство России из-за распространения коронавируса решило закрыть авиасообщение с Южной Кореей. Фактически запрет коснется 2 авиакомпаний S7 и Якутии. Аэрофлоты, входящие в его группу «Аврора», смогут продолжать полеты. В S7 назвали решение грубым нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок. Тем временем Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал россиянам вообще не ездить в Южную Корею, Италию и Иран. Всемирная организация здравоохранения предупреждает о риске инфицирования при их посещении. По последним данным, в Южной Корее зарегистрировано более 1100 случаев заболевания коронавирусом, 11 человек умерли. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 с летальным исходом. А в Италии число инфицированных превысило 320 человек. Зафиксировано 11 смертельных случаев, все они произошли на севере страны.